Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля 82 копейки, евро 71 рубль 14 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 64 рубля 80 копеек, а продает также Восточный банк за 65,25. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 71 рубль 15 копеек, а продает выгоднее всего также Восточный банк за 71 рубль 60 копеек. Рекордный выброс метана обнаружили томские ученые в Арктике. Концентрация бесцветного газа в атмосферном воздухе была в 6-7 раз выше среднепланетарных значений. Недалеко от исследовательского судна участники экспедиции разглядели пятно изумрудного цвета на фоне темной воды. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьков нитей поднимается газ. На следующий день ученые обнаружили еще один газовый фонтан на другом участке полигона. В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений. Осенью этого года планируется испытать прототип устройства «Ныряющее крыло». Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях. Если испытания пройдут успешно, то уже в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Аналогичных установок в России и мире нет. Энергофермы будут востребованы как в России, так и за рубежом, в том числе в отдаленных и северных регионах, где низкая доступность электроэнергии и высокие цены на топливо. Российский уголь может занять четверть экспортных рынков к 2035 году. Согласно проекту энергетической стратегии России, добыча угля в стране к назначенному сроку увеличится до 670 миллионов тонн. При том, что сегодня эти цифры составляют 440 миллионов. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки станут основными крупными потребителями этого сырья. Трудовым мигрантам запретят работать в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а какие изменения коснутся условий занятости иностранцами, работающими в России? Кристина, данное постановление регулирует долю иностранных рабочих в различных секторах экономики с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетом трудоустройства именно российских граждан. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году. Больше всего иностранцев разрешат задействовать в сфере строительства. Норматив установлен на уровне 80%. Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговле вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне. Регулирование ведется с учетом региональных особенностей рынка труда и исходя из приоритета трудоустройства именно российских граждан. В отдельных сферах квоты сохранили на текущем уровне. Например, в выращивании овощей допустимо задействовать 50% мигрантов, а в области спорта 25%. Ранее эксперты выяснили, что Россия начинает терять статус страны, которая притягивает трудовых мигрантов. Вместо этого граждане страны сами отправляются на заработки за рубеж. Отмена ограничений на оформление ДТП в ОСАГО с применением системы Европротокола резко увеличила число обращений по этой системе водителей к автостраховщикам, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Вместо 100 обращений в месяц мы получаем по 40 обращений ежедневно, сказал он. Напомню, что с начала октября вступило в силу положение закона об ОСАГО, которое позволяет оформлять небольшие ДТП без вызова представителей полиции на полную сумму имущественного возмещения в ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. При этом оформление по Европротоколу возможно только для водителей, использующих специальное бесплатное мобильное приложение Российского союза автостраховщиков, которое обеспечивает некорректируемую информацию с места ДТП для страховщика, производящего выплаты. Если раньше водителю приходилось заполнять анкету в бумажном виде и тратить на это 25-40 минут, то с 1 ноября появится возможность сделать это в электронном виде с запуском электронного извещения через мобильное приложение. Водителю потребуется ставить отметки на подсказанных формулировках. Одновременно предложенная страхователю форма извещения поможет избежать ошибок, допущенных по невнимательности.
Непрозрачность нацпроектов привела к тому, что россияне слабо понимают, что из себя представляют главные национальные задачи и как они будут реализовываться. В июне Валентина Матвиенко приводила данные исследования информированности россиян о нацпроектах, которые показали, что более половины жителей страны даже не слышали о них. Смысл же национальных проектов России до конца 2024 года понимает только 7% россиян. Вопрос об обеспечении максимальной прозрачности нацпроектов стоял давно. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что правительство планирует работать над реализацией национальных проектов максимально прозрачно. Он сообщил, что появится система контроля оценки исполнения проектов, и работа над их реализацией будет протекать максимально публично. Минфин намерен вернуть понятность системе отслеживания трат. Ведомство собирается расширить взаимодействие федерального казначейства с финансовыми органами регионов. Теперь отчетность о ходе реализации федеральных проектов станут формировать организации, являющиеся держателями конечных контрактов. Минэкономразвития предлагает проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса, в том числе единый налог на вмененный доход, налог на доходы физических лиц, торговый сбор и патент на 4,9% с 2020 года. Минэкономразвития ежегодно индексирует указанные налоги и сборы, и с этой целью осенью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов дефляторов на следующий год. Хотя в абсолютном выражении рост налоговой нагрузки не так уж велик, практика показывает, что микробизнес часто страдает, и в таком случае, отмечают аналитики, единый налог на вмененный доход – самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса. Очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае, какую-то их часть, прогнозируют эксперты. Ожидается, что рост налоговой нагрузки особенно отрицательно скажется на работе предпринимателей в сфере торговли. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а актуальная информация из мира экономики в следующих выпусках. Спасибо, Иван. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Отопительный сезон в Нерюнгри начался 9 сентября, но в доме номер 15 по улице Карла Маркса до сих пор нет тепла. В этом офисном центре соседствуют несколько предприятий, таких как Управление соцзащиты района, «Мои документы», Центр занятости, филиал Алданского политехнического колледжа и не только. В эти минуты на месте находится моя коллега Тамара Игнатьева, и она на прямой связи с нами. Тамара, здравствуйте, расскажите, из-за чего сложилась такая ситуация? Добрый день, Кристина. Да, действительно, в этом здании отопительный сезон еще не начался. Если у нас в Нерюнгри погода за окном -4, то в здании в настоящее время всего около 10 градусов. Здание по улице Карла Маркса, 15, имеет площадь 6000 квадратных метров. Собственником здания является Министерство имущественных отношений Республики Саха-Якутия. Дело в том, что в 2014 году это здание перешло в оперативное управление автономному профессиональному образовательному учреждению «Учебный центр». Рядом со мной стоит исполняющая обязанности директора этого заведения Елена Игнатова. Елена Викторовна, добрый день. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что сложилась такая ситуация? В нашем здании находятся арендаторы, которые, и некоторые из них не платят аренду. Один такой есть, который год уже не платит арендную плату. Поэтому такая вот задолженность образовалась. Давайте выясним, здесь у вас в этом здании сидят учреждения, которые на безвозмездной аренде, да? Это, например, Управление соцзащиты района, это «Мои документы», это Центр занятости, а и кроме них еще есть… Алданский техникум. Нет, а кому вы арендуете? Первый этаж, кому вы арендуете? Полиграфический центр, который большую часть занимает площади, у него 700 квадратных метров. То есть вы хотите сказать, что из-за того, что предприниматели вовремя не платили арендную плату, у вас образовалась задолженность? Конечно. Поэтому, да, и образовалась задолженность. А какая сумма задолженности? Около 2 миллионов на сегодняшний день. И что вы намерены делать? Ну, мы принимали меры, претензии писали, в суд обращались. Пока никаких сдвигов. Елена Викторовна, а кто вот из этих предпринимателей как бы самый злостный неплательщик? Ну, полиграфический центр.
Шарыпов Сергей Шамуратович. Дело в том, что мы поговорили с этим индивидуальным предпринимателем, и вот что он по этому поводу сказал. Давайте послушаем. Суть проблемы с учебным центром – это непроведение зачета за произведенный ремонт. С февраля 2019 года учебный центр отключил нам электричество, и мы не можем использовать помещение под полиграфические услуги. Не можем использовать помещение, и поэтому не можем оплачивать аренду. Поэтому, как бы сказать, по версии учебного центра у нас копится долг. По нашей версии нам учебный центр должен за произведение ремонт, можно сказать, еще плюс 300 тысяч. Мы не эксплуатируем помещение, людей сократили. Из полиграфического центра остался я, дизайнер и менеджер. В здании действительно очень холодно, батареи совершенно холодные. Те, кто работает в этом здании, одеты в верхнюю одежду. Есть даже люди, которые не снимают шапки. С утра до вечера, я думаю, очень тяжело в таких условиях работать. Специалист управления социальной защиты Елена Коваль рассказала, в каких условиях они работают. Мы работаем в очень неблагополучных условиях. У нас очень холодно. Мы работаем в верхней одежде. То есть у нас постоянно работают обогреватели. Бесперебойники постоянно у нас сгорают, выключаются. Вот у нас некоторые люди уже прошли на больничный, потому что невозможно в таких условиях работать. У нас приходят молодые мамочки с детишками, приходят пожилые люди, инвалиды. И вот как бы очень холодно у нас. Ага. Ну, Елена Викторовна, вот сейчас, вот на сегодняшний час, как решается данная проблема? Ну, мы, значит, изыскали средства, оплатили задолженность полностью, погасили задолженность. Поэтому сегодня должны подключить нам тепло. Вы оплатили теплосбыту долг? Да, оплатили полностью. А откуда нашли деньги, скажем так? Вы же могли бы пораньше эту оплату произвести? Ну да, должников пособирали, как говорится, и оплатили, да. И в течение скольки часов вам должны подключить тепло? Ну, к вечеру должны. Ну хорошо, мы напомню, что мы разговаривали с исполняющей обязанности директора учебного центра Еленой Игнатовой. Теплосбыт обещал сегодня подключить тепло, поэтому ждем, а мы будем дальше следить за развитием событий. Тамара, Кристина, на этом у меня спасибо. все. Спасибо. Я напомню, на прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Тамара Игнатьева. Мы продолжаем. Мошенники в погоне за наживой не останавливаются ни перед чем и все чаще атакуют пожилых людей. Доверчивый пенсионер попался на уловки мобильных аферистов и лишился всех накоплений. Подробности у моего коллеги Александра Хавренко. Александр, серьезный ли ущерб нанесли мошенники пенсионеру? Да, Кристина, очень серьезный. Пенсионер лишился всех своих накоплений, а это ни много ни мало 1 миллион рублей. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. 70-летний ветеран труда сообщил полицейским, что на его мобильный поступил звонок. Звонящий мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что какие-то мошенники получили доступ к его счету и уже сняли 180 тысяч. Лжесотрудник банка попросил пенсионера о переводе 1 миллиона рублей на 2 разных счета по 500 тысяч на каждый. Пенсионер растерялся и сообщил, что для этого ему необходимо поехать в банк, ведь всякого рода онлайн-операциями он не владеет. Мошенник цинично попросил пожилого человека поторопиться и даже вызвал для него такси, заверив, что все расходы на проезд банк ему компенсирует. Уже в банке пенсионеру поступил следующий телефонный звонок. Ему продиктовали реквизиты счетов, на которые он должен был сделать переводы. Ветеран сделал все, что ему велели. Мошенник, увидев, что пожилой человек попался на удочку, попросил сообщить ему номер договора, заключенного с другим коммерческим банком. Как оказалось, мошенники каким-то образом узнали, что пенсионер хранил там другие свои сбережения еще с 90-х годов. Об этом вкладе, кроме жены потерпевшего, никто не знал. Тут ветеран засомневался и стал задавать вопросы, на что мошенники стали шантажировать его тем, что если он не назовет номер договора, то банк не вернет ему 1 миллион рублей.
Только тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время полицией начата проверка. Устанавливаются личности, на счета которых были переведены деньги. В Якутске сотрудники Росгвардии во время патрулирования заинтересовались припаркованной в лесном массиве на окраине города машине. Находившиеся в салоне молодые люди, увидев сотрудников в форме, заметно занервничали. Росгвардейцы остановились для проверки документов и заметили в салоне приспособление для употребления наркотических средств. Мужчины сознались, что имеют при себе запрещенное вещество. На место был вызван сотрудник отдела наркоконтроля столичной полиции. В ходе досмотра у задержанных было обнаружено и изъято наркотическое вещество «Спайс» весом более полуграмма. Для дальнейшего разбирательства подозреваемые 36 и 38-летние жители Якутска доставлены в отдел полиции. Прокуратура Черопчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя села Орлах. Он признан виновным в убийстве. В судебном заседании установлено, что в середине января 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с матерью в связи с ее упреками в том, что он не работает и злоупотребляет спиртными напитками, нанес ей ножом ранение грудной клетки и брюшной полости. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. В суде подсудимый всю вину признал. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. А в Булунском районе на скамью подсудимых сел лжесвидетель. Мужчина проходил свидетелем по делу о незаконном проникновении в жилище. Будучи предупрежденным об ответственности за отдачу ложных показаний, он заявил, что подозреваемый не совершал преступления. Когда же на суде были представлены неоспоримые доказательства, свидетель сам оказался на скамье подсудимых. Приговором Булунского районного суда он признан виновным и получил наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил. Двое неизвестных в масках совершили попытку ограбления в Институте мерзлотоведения. Целью преступников стал банкомат, установленный в основном корпусе учреждения. Злоумышленники вошли в здание через главный вход основного корпуса. При этом они несли с собой 2 коробки. Проникнув в помещение, они распылили газовый баллончик в лицо женщины, которая находилась на посту охраны. Затем преступники занялись банкоматом, но на шум подоспела еще одна сотрудница, которая в этот день занималась уборкой помещения. Она спустилась со 2-го этажа, и грабители тоже брызнули ей в лицо из баллончика. После этого неизвестные скрылись. По предварительным данным, деньги им взять не удалось, банкомат внешне пострадал незначительно. Оторвана только накладка от купюроприемника. Участники международного экологического движения в понедельник начали масштабную протестную акцию с требованием к правительствам разных стран признать проблему климатических изменений и предпринять решительные действия. Подробности рассказывает Елена Островская. Гражданское сопротивление бездействию властей. Участники экологического движения Extinction Rebellion в понедельник начали массовые акции в десятках городов в разных странах. Цель – заставить правительство признать, что планета находится на грани экологического коллапса, ввести по всему миру чрезвычайное климатическое положение и радикально сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году. Джейк Линч участвовал в одной из лондонских акций. Прошло уже 5 месяцев с момента, как британское правительство объявило о чрезвычайной ситуации с климатом, но с тех пор не было экстренно принято никакого законодательства для решения проблемы. Мы все еще подпитываем добычу ископаемого топлива больше, чем любая другая европейская страна. Выбросы диоксида углерода по-прежнему растут. Мир движется в ровно противоположном направлении от цели. Мы в Extinction Rebellion хотим, чтобы это перестало быть нормой, пока это не привело нас к катастрофе. Демонстранты перекрывали движение, усаживались посреди проезжей части в разных районах, устанавливали палатки и даже приклеивали себя к асфальту. Именно так сделала вот эта группа активистов в Лондоне. В британской столице протестующие заблокировали различные транспортные артерии, в частности, Вестминстерский мост, многие улицы в районе правительственного квартала, а также другие дороги, мосты и площади. Представители правоохранительных органов сообщили о задержании примерно 135 человек. Всего в полицейских отделениях разных городов мира оказались больше 1000 демонстрантов. Протесты прошли в Берлине, Амстердаме, Вене, Сиднее, Веллингтоне и других крупных городах. Основанное в Британии экологическое движение Extinction Rebellion обещает, что акции гражданского неповиновения будут продолжаться в ближайшие недели, если власти не прислушаются к людям. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.
Кристина, на этом у меня все. Александр, спасибо. Жителям древнего города Хасанкейф на юге-востоке Турции предписано до 8 октября покинуть свои дома и переселиться в недавно построенные жилища. В ближайшие месяцы уникальный объект исторического наследия погрузится под воду из-за открытия новой дамбы на реке Тигр, рассказывает Артем Сторонов. Турецкий город Хасанкейф на реке Тигр расположен в местности, где находятся одни из самых древних людских поселений. Как говорят ученые, их возраст около 12 тысяч лет. Свой след здесь оставили римляне и ассирийцы. Посмотреть на доисторические пещеры ежегодно приезжают тысячи людей со всего мира. Но скоро туристы, похоже, потеряют к этому месту интерес. В ближайшие месяцы Хасанкейф погрузится под воду. Причина тому – строительство дамбы и гидроэлектростанции Илису ниже по течению реки. Работы по возведению плотины ведутся уже около 13 лет, и ее открытие намечено на конец этого года. ГЭС станет 4-й по мощности в стране и будет обеспечивать электричеством весь юго-восток Турции. А на месте Хасанкейфа появится огромное водохранилище. Примерно 3000 жителей города, населенного преимущественно курдами, предписано до 8 октября покинуть свои дома и переселиться в новые, построенные выше уровня будущего водоема. Но люди переезду совсем не рады. Что мы будем делать там без работы? У нас нет работы. Чем нам там заниматься? Хасанкейф славился своими пещерами и жителями, а теперь все здесь уничтожено. Основным источником дохода для большинства жителей города был туризм. Другие обеспечивали себя, занимаясь сельским хозяйством. Но теперь, похоже, и они потеряют все, что имели. Они забрали наши дома, они заставляют нас продать наше стадо. У нас не осталось пастбищ, чтобы животные кормились. Мы живем за счет сельского хозяйства, и мы больше не можем содержать наших животных. И продать стадо тоже проблематично. Они построили нам новые дома, но это не имеет значения, ведь животным там нечего есть. 8 главных архитектурных памятников города перенесли в новый поселок. Здесь уже работают больница, школа и правительственные здания. Здесь разбиты парки и детские площадки. Но местные жители жалуются, что дома построены из материалов низкого качества. Во многих из них еще нет воды. Поэтому люди не спешат покидать свои жилища в старом городе, несмотря на угрозу прибывающей воды. Активисты, ученые и правозащитники не раз выступали против строительства ГЭС. По их словам, оно не только приведет к уничтожению уникального исторического наследия, но и может вызвать перебои с водой ниже по течению Тигра в Ираке. Они даже обращались в Европейский суд по правам человека, однако результатов это не принесло. В зону затопления помимо Хасанкейфа попадают еще около 200 населенных пунктов. Свои жилища будут вынуждены покинуть 80 тысяч человек. В июле турецкие власти уже начали понемногу перекрывать Тигр. В результате расположенная примерно в 15 километрах от плотины деревня Селикой уже оказалась полностью под водой. В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Награду в этом году присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода. Все подробности в следующем материале. Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 года присудили за исследование того, как именно клетки организма чувствуют и адаптируются к различным уровням кислорода. Лауреатами стали американские ученые Уильям Келлен и Грег Семенза, а также британец сэр Питер Рэдклифф. Они идентифицировали молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на изменение уровня кислорода. Это один из базовых адаптивных процессов в живой природе. Исследования помогли понять, как клеточный метаболизм и физиологические функции меняются при дефиците кислорода, а также открыли дорогу для новых подходов в борьбе с анемией, раком и другими заболеваниями. Ученые поделят на троих денежную часть премии. В этом году она составляет 9 миллионов шведских крон или 913 тысяч долларов. Вручение награды пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Чудеса случаются. Пес провел около 3 недель под завалами и остался жив. В пятницу спасатели нашли годовалого щенка под обломками зданий, разрушенных ураганом Дориан в городе Марш-Харбор на Багамах. Животное спасатели обнаружили с помощью дрона с инфракрасными датчиками. Счастливчику дали кличку «Миракл», что в переводе с английского «чудо».
Миракл отправился на лечение во Флориду, после чего, по словам нашедших его спасателей, псу найдут семью, если предыдущие владельцы не объявятся. Ураган Дориан, которому была присвоена 5-я катастрофическая категория по шкале ураганов Сафира-Симпсона, обрушился на Багамы 1 сентября. Стихия забрала жизни по меньшей мере 50 человек, еще 1300 остаются без вести пропавшими, 1000 остались без крова. Одна из самых опасных в мире трасс «Дорога смерти» в Боливии стала главной в жизни 70-летней Мирты Муньяс. Велосипедистка преодолела путь длиной 60 километров, став самой пожилой участницей высокогорного заезда. Анастасия Дмитриева с подробностями. Высшим достижением стал для 70-летней пенсионерки Мирты Муньяс велозаезд по дороге смерти в Андских горах, который состоялся в Боливии в субботу. Женщина стала самой пожилой участницей высокогорного соревнования по трассе, которая признана одной из опаснейших в мире. Свое название она получила за большое количество трагических происшествий. Муньяс занялась велосипедным спортом по совету родных и психолога после того, как умер ее сын. Боливийка признается, что ей нравится более спокойная езда в окружении членов семьи. При этом спортсменка надеется, что ее старшая внучка, которой сейчас 18, вскоре последует примеру бабушки. Официальное название маршрута – «Дорога Северного Юнгаса». Она была построена в 1930 году, чтобы соединить леса Амазонки со столицей страны городом Ла-Пас. Путь протяженностью 60 километров не имеет боковых ограждений, ширина проезжей части в некоторых местах составляет всего 3 метра, а часть дорожного полотна проходит по краю обрыва. Во время сезона дождей сильные туманы ограничивают видимость, а потоки воды размывают дорогу. Летом часто происходят камнепады. Тем не менее, маршрут привлекает до 25 тысяч экстремалов со всего света ежегодно. Это были мировые новости на Якутии 24. Перейдем к новостям спорта. Совсем скоро в Якутске пройдет традиционный международный турнир памяти Дмитрия Коркина. На сегодняшний день свое участие в соревнованиях подтвердили около 30 стран, в том числе США, Ирана, Грузии, Японии, Азербайджана, Турции и Кубы. Сейчас в спортивном комплексе «Триумф» проходит открытая тренировка. На месте работает наш корреспондент Ольга Башук. Оля, приветствую. Как проходят тренировки нашей сборной? И кто из спортсменов представит Якутию на турнире? Здравствуй, Кристина. Действительно, до турнира имени Дмитрия Коркина остались считанные дни. Он пройдет с 10 по 13 октября в городе Якутске в спортивном комплексе «Триумф». И ожидается, что это будет самым ярким событием в мировой борьбе. Я отмечу то, что на соревнования приехали титулованные спортсмены со всего мира, а именно Хаджи Алиев из Азербайджана, Сушил Кимара из Индии, Йовлис Бона из Кубы и, наконец, Чингисхан Эрдоган из Турции. О сборной нашей Якутии мы поговорим с начальником команды Вадимом Эдуардовичем. Вадим Эдуардович, здравствуйте. Кто же представит Якутию на этом турнире? Здравствуйте. Якутию представят там по заявке 65 участников. И лидерами команды там 257 Арьян Тютрин, 61 Эдуард Григорьев и 65 там капитан команды Виктор Рассадин. 70 килограмм Тимур Николаев, 74 Герман Устинов и на 92 Нергут Сергин. Основные лидеры нашей сборной. Конечно же, мы будем болеть за наших, правильно? Но все-таки, какие будут захватывающие самые схватки? Ну, в составе весь там 65, очень сильный состав переедет. Там трехкратный чемпион мира Хаджи Алиев и трехкратный чемпион Европы Чингисхан Эрдоган с Турции. И наши ребята там будут. Спасибо большое. И что касается наших ребят, конечно же, нужно поговорить с капитаном нашей команды Виктором Рассадиным, титулованным спортсменом. Виктор, здравствуйте. Расскажите, как проходила подготовка, насколько готовы спортсмены? У нас прошло 2 этапа, мы очень хорошо подготовились. Сейчас у нас уже подводящий этап. Осталось буквально вот считанные дни, 3 дня осталось. В пятницу у нас уже первый день борьбы. Ребята, в принципе, все готовы, все настроены. Травм практически ни у кого нету таких. Вот. А в целом у вас какие ожидания?
Ну, в целом я готов только побеждать. Для меня нет авторитета в борьбе. Я очень сильно настроен, тем более я борюсь вся дома. Я должен принести золото, только золото. Все-таки родные стены, правильно? Уже известно, с кем будете бороться? Или какие-то есть предположения? Нет, пока неизвестно, но состав знаю, что будет очень сильный, серьезный состав. Приедут титуловые борцы. Но на ковре, думаю, посмотрим. Все будет видно, правильно? Да, конечно. Ну, я пожелаю вам удачи и нашей сборной, конечно же. Я отмечу то, что из иностранных сборных самая первая приехала сборная Японии. Незадолго до эфира мы спросили у главного тренера, что же, какой состав у этой сборной из Японии. Давайте послушаем. Мы приехали в составе 4 человек, и в весовых категориях 57 есть спортсмен по имени Фудзита, в 61 категории спортсмен по имени Коянаги, и в весовой категории 65 есть спортсмен по имени Исо. Конечно же, все преимущества, считаю, есть у спортсмена 61 категории Коянаги. И я снова с вами. Отмечу, что всего заявлено 10 весовых категорий. И интересно, что же будет в финале. А я расскажу. За первое место дают $5000. Это чемпиону из каждой весовой категории. Второе место $3000. И третье место $1000. И не забыли, конечно же, про тренеров чемпионов. Им также достанется $1000. И что касается трансляции, я отмечу то, что на 2 телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт» будут вестись прямые трансляции с самых захватывающих схваток. Следите за развитием событий, в новостях мы будем все освещать. У меня к этому часу у меня к этой минуте вся информация. Кристина. Ольга, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ольга Башук. Якутяне стали обладателями 11 медалей первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Соревнования завершились в Елизово. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, сколько путевок на первенство удалось завоевать якутянам? Кристина, здравствуй. По итогам соревнований представителям сборной команды Якутии удалось завоевать 4 путевки. Республику на первенстве страны представят Михаил Синицын, Ярослав Щеглов, Кюнная Сивцева и Саина Петрова. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Якутские дзюдоисты завоевали 11 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа, который завершился в Елизово. Награда высшего достоинства в активе Михаила Синицына и Саины Петровой. Обладателями серебряных медалей стали Кюнная Сивцева и Ярослав Щеглов. На третью ступень пьедестала взошли Рашид Измайлов, Сабир Оев, Варвара Забарина, Полина Иудина, Алина Емельяненко, Юлия Бондарчук и Анастасия Леонтьева. Отмечу, что спортсмены, занявшие первые и вторые места, помимо медалей получили путевки на первенство России, которая пройдет в городе Дмитров в конце ноября. В эти выходные в Якутске стартует футбольная лига среди детских команд. В борьбу за трофей турнира вступят порядка 500 юных любителей футбола с 2007 по 2013 годы рождения. Выявление победителей и призеров пройдет в формате лиги по 6 возрастным группам в 2 этапа. Первый из которых начнется в эту субботу и завершится в ноябре. По итогам первой части соревнований из каждой возрастной группы 5 команд с лучшими показателями выйдут в финальный этап, который начнется в марте и продлится до апреля. Матчи будут проходить каждые выходные в футбольном манеже спортивного комплекса «Дохсун». Детская лига – это спортивное мероприятие. Оно дает возможность нашим детям соревноваться регулярно в течение всего учебного года. Это, можно сказать, самый массовый турнир по футболу в нашем городе. Он является лакмусовой бумажкой уровня детского футбола. И ведь именно в таком режиме, то есть недельный тренировочный цикл и в конце недели игра, возможен максимальный эффект в обучении юных футболистов. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу против сборной Шотландии станет определяющим для российской команды. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Его подопечные после 6 туров занимают второе место в группе А, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии, у которой 18 баллов. Третье место с 7 очками занимает сборная Казахстана. Матч Шотландия-Россия пройдет 10 октября на стадионе Лужники. Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Перед каждым сбором и играми возникают вопросы, которые надо мимоходом решать. Пара игроков занимались по индивидуальной программе, надо понять их состояние. Для нас будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в Лужниках, сказал Черчесов.
Баскетболисты Санкт-Петербургского «Зенита» одержали победу над московским ЦСКА в гостевом матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 79-82. Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Даррен Халлиард, набравший 16 очков. В турнирной таблице лиги ЦСКА с 4 очками после 3 встреч идет на 7-й позиции. «Зенит», на счету которого 4 балла в 2 играх, занимает 2-ю строчку. В следующем туре армейцы на своей площадке встретятся с белорусским «Смоки» Минском. «Зенит» на выезде встретится с Нижним Новгородом. Обе игры пройдут 13 октября. Московский «Спартак» на выезде выиграл у петербургского «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский, Робин Ганзел и Мартин Шкарсумс. У хозяев льда отличились Антон Бурдасов и Владимир Ткачев. Красно-белые занимают 6-е место в таблице Западной конференции. В их активе 17 очков. «СКА» идет на 2-й позиции, набрав 20 баллов. В следующем матче 9 октября петербуржцы дома сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом». «Спартак» днем ранее в гостях встретится с Череповецкой «Северсталью». В другом матче игрового дня КХЛ новосибирская «Сибирь» на своем льду со счетом 1-0 одержала победу над московским «Динамо». Единственную шайбу на 3-й минуте встречи забросил нападающий хозяев Алексей Яковлев. В турнирной таблице Восточной конференции новосибирцы располагаются на 3-й строчке, набрав 19 очков. Московский клуб занимает 5-е место на Западе. На счету команды 17 баллов. В следующем туре регулярки 9 октября «Динамо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». «Сибирь» 11 числа дома примет «Борис» из Нур-Султана. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин из-за травмы не сможет играть по меньшей мере 1 месяц. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, россиянин получил повреждение в матче против «Коламбуса». Во втором периоде Малкин попал под силовой прием Владислава Гаврикова. После этого эпизода он покинул площадку и не сумел продолжить встречу. Малкин провел в Питтсбурге 1016 матчей, в которых забросил 455 шайб и сделал 716 результативных передач. В составе клуба он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта. Кристина, вам слово. Власий, спасибо. А мы продолжаем. День якутского телевидения сегодня отмечают в республике. Ровно 56 лет назад, 8 октября 1963 года, в эфир вышла первая регулярная программа якутского телевидения. А ровно год назад в здании национальной вещательной компании «Саха» открылся первый музей якутского телевидения. Он полностью интерактивный, все экспонаты можно потрогать руками и в прямом смысле прикоснуться к истории. Сейчас там находится моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, приветствую, тебе слово. Да, Кристина, добрый день. И, честно говоря, я пока еще не внутри музея, а стою у его дверей. И прямо здесь, вот в этом холле, начинается уже история якутского телевидения. Рядом со мной вот такой вот огромный аппарат, через который передавали первые фильмы на якутском телевидении. Ведь тогда еще таких возможностей, чтобы выходить в прямой эфир, чтобы снимать достаточное количество передач и сюжетов не было. И большее время эфира уходило на показ различных фильмов. Вот, обращу внимание, здесь до сих пор есть пленки, и, как говорят работники, если его подключить, то вполне уже можно снова начать на нем работать. Но мы пойдем дальше и зайдем в музей. Здесь нас ждет уже организатор музея Николай Петров, и он готов нам рассказать о самой истории возникновения якутского телевидения, кто стоял на истоках создания телевидения и кто стал прародителем. Здравствуйте, Николай, расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте. 8 октября для нас, старых телевизионщиков, это день очень памятный, потому что в этот день официально был открыт Якутский телецентр. Он строился очень долго, с 59 по 63 год, 4 года аж. Вплоть до последней, как говорится, гвоздичка привозили из Москвы, поэтому очень была долгая история. Тем не менее, это была 90-метровая студия, и плюс где-то для информационных программ киноматериалы были. И вот на таких материалах мы и жили лет 30, скажем так. Тем не менее, телевидение это для Якутии это больше, чем просто картинка в ящике. Телевидение это не просто средство информации, это средство просвещения, средство воспитания, и, если хотите, даже средство сохранения национальной идентичности наших народов, населяющих республику. Поэтому телевидение в те времена
открытие телевидения это было большим событием, потому что в культурной жизни в том числе, потому что культурная жизнь ограничивалась там 2 театрами, библиотекой, да, и историческим музеем. И вдруг появляется телевидение. Наше телевидение появляется вперед, как говорится, российское телевидение. Якутяне еще не знали, что такое телевидение. У них не было аппаратов, не было приемников, они не знали. И впервые они узнали, что такое телевидение с передачи «Якутская студия телевидения». Поэтому первые наши телевизионщики были людьми очень и очень уважаемыми. Вот давайте мы посмотрим, кто из них были. Вот директор телецентра, он строил вот этот телецентр, Ефим Федорович Дроздов. Его сын тоже у нас работал очень долго. В общем, короче, это был потомственный инженер. А вот этот человек организовал, можно сказать, наше якутское телевидение, это Феодосий Семенович Донской. Человек-легенда для якутян. Это он единственный, по крайней мере, как нам известно, расписался на стенах поверженного Рейхстага, и там написал: «Мы были и мы из Якутии Донской». Он совсем недавно ушел из жизни, но тем не менее это человек, который, как говорится, научно организовал быт и жизнь малочисленных народов Севера. 50 лет, будучи на гребне славы, будучи одним из руководителей республики, он ушел младшим научным сотрудником Института экономики. Но зато по его рекомендациям потом было принято очень много постановлений и правительственных, и Российской Федерации, и Якутии, Камчатки, Сахалина и так далее, которые облегчали жизнь малочисленных народов Севера. А вот Иван Афанасьевич Петров, первый директор телевидения. То есть эти люди, их было всего на первые дни организации телевидения, их было человек 10. Из них, вот я хочу подчеркнуть, вот режиссера телевидения. Он выпускник, как говорится, театрального института имени Луначарского, театральный режиссер. Вот этот человек, который организовал первые передачи якутского телевидения. Первая передача была только студия, ничего другого не было. Что они могли организовать? Естественно, тем более режиссер был театральный. Что они могли сделать? Они делали спектакли. Спектакли, которые звучали в этот день, в этот час, и все, на этом кончилось. Я даже школьникам помню, они снимали спектакль «Красный шаман». Все это дело не сохранилось, вот что обидно. В течение нескольких лет они сделали более 40 спектаклей. Студии, вот этой маленькой нашей студии, более 40 спектаклей с выгородками и так далее. Из них 16 собственных спектаклей, они собственные спектакли составляли. То есть голь была на выдумке хитра. То есть, когда не было технических возможностей, люди брали это своей фантазией, своим умом, своим умением. Вот если говорить о технических способностях, да, здесь мы видим такие раритетные камеры. Где их использовали и как ими пользовались? Вот эти камеры, это 8-миллиметровые камеры. Вот на нем мы действительно работали. Это одна из первых камер, на которых мы работали. Была похожая камера, вот такая камера с 3 объективами, это турель называется. И на них снимали. У них от силы, как говорится, пленки было минут на 5. На передаче давалось где-то минут 5, поэтому экономили на каждом метре. Операторы должны были, как говорится, выбирать такие кадры, поэтому съемки длились очень долго. Не поливали просто так. Вот эти, то, что они снимали, монтировали и показывали, смотрели сначала, что они снимали и так далее, вот на таких проекторах. Вот такая была пленка 16-миллиметровая, вот она такая узкая. Если там была 35-миллиметровая камера, а здесь 16-миллиметровая. Вот здесь, получается, уже вручную все резали, монтировали? Да, это вручную резали ножницами и клеем склеивали. Это назывался монтаж, который сейчас делается на компьютерах, делался раньше так. А сколько времени уходило примерно на монтаж, скажем, одного новостного сюжета? Тут надо учесть и тот вариант, что, как говорится, сначала надо пленку было проявлять, закреплять, просушить. Это, часа 3 самое меньшее.
потом его надо было уже смотреть, потом уже надо было монтировать. Но без 5-6 часов уже, как говорится, ничего не сделаешь. Вот такая была сложная довольно-таки работа. А сколько человек работали над созданием одного сюжета? Вот, помимо корреспондента, редактора? Да, там были технические работники. Тогда технические работники, это отдельная организация была, радиотелецентр. Она хотя дочерняя организация была, но это была самостоятельная организация. Вот его работники вот на этом кадре мы видим, их на этих кадрах. Вот и как раз эти работники. Эти работники специально там монтажом занимались. Не просто так взяли это самое. Это довольно-таки сложная работа была. Поэтому над каждым сюжетом 5-6 человек работали где-то так. Но имеется в виду звукач отдельно, звук отдельно, видео отдельно, ну, монтировали, ну, сам оператор, который, как говорится, снимал это дело, ну и редактор. Там потом пошли синхронные так называемые записи, когда на пленке засчитывался звук. Он отдельно засчитывался, вот на таких довольно-таки сложных магнитофонах. Вот они, вот эти магнитофоны, которые записывался и звук. Звук записывался отдельно от видео. Вот такая же пленка была, только белая. То есть 2 пленки было для того, чтобы, как говорится, сделать этот звук, ну, чтобы люди слышали то, что вы говорите. Поэтому это довольно-таки была громоздкая работа. А здесь еще, помимо того, что можно посмотреть такие раритетные вещи, здесь можно побывать в роли ведущего и зайти вот в эту комнату. Да. Это такая импровизированная студия. Все здесь работающие. Вот эти наши, как говорится, видеомагнитофоны и так далее, они работающие. Они записывают, только сейчас пленки нет. Они записывают все это дело. Вот настоящее все это, вот тот же самый стол настоящий. Вот все здесь настоящее, которое было в эфире. Все это дело вы видели в нашем эфире. Да, я хочу отметить, что с момента открытия музея якутского телевидения именно эта студия стала самой популярной среди посетителей, популярной зоной для фотографирования и возможностью примерить себя в роли ведущего и увидеть себя на экране телевизора. Вы знаете, что я хочу сказать напоследок? Потому что история телевидения – это история нашей Якутии. Хотите вы, не хотите, это история Якутии. Потому что, когда республика получает свое суверенное право, республика не может обойтись без телевидения. Поэтому всегда нас поддерживали первые руководители нашей республики. Дело в том, что, как говорится, без телевидения, без того, чтобы, как говорится, организации наших людей, которые живут, скажем так, на крайнем севере, как вы до них дойдете? Газета через месяц доходит. Ну и, естественно, самым главным вопросом для наших руководителей это было дойти до каждого нашего жителя телевидением и радио. Поэтому радио и телевидение на сегодняшний день, я считаю, это самые главные средства массовой информации. Хотя наше телевидение везде и всюду в интернетах очень много ругают. Я прошу наших зрителей не ругать наших телевизионщиков и радиоработников, потому что они делают благое дело. Вот на один день представьте себе, что отключилось телевидение и радио. Весь север, весь далекий наш, как говорится, якутский район, он же ведь замрет. Поэтому, да, конечно, есть какие-то недостатки и так далее, их надо указывать, над ними надо работать, но тем не менее, прошу все-таки уважать и любить наше родное телевидение. Спасибо большое. Я думаю, что я очень надеюсь, что наше якутское телевидение, в том числе и наши телеканалы НВК СХ и Якутия-24 будут только процветать. И я хочу пойти вот немножко сюда, и здесь указана стена, посвященная эволюции лент, пленок, того, с каких пленок здесь начинали на якутском телевидении. Это вот такие вот большие ленты, и как они становятся все меньше и меньше, компактнее. Буквально пару лет назад мы работали на таких кассетах, не пару лет назад, 5 лет назад, а сейчас вот до таких маленьких карт доходит, и где можно снимать часы разного видео.
Ну, у меня пока на этом все. Кристина, заканчиваю свою экскурсию по музею якутского телевидения. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с годовщиной, с нашим профессиональным праздником, Днем якутского телевидения. Саргалана, спасибо за экскурсию для наших телезрителей. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Захарова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане -1 градус, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, облачно. В Ленске столбик термометра остановился на отметке -2 градуса, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты -6, ветер дует 4 метра в секунду, облачно. А за окнами жителей Нерингри -1, дует ветер со скоростью 3 метра в секунду, также облачно. В Якутске прямо сейчас 3 градуса тепла, ветер 1 метр в секунду, без осадков. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.